Так, внимание, напоминаю вам, по затылку не бьем, по позвоночнику не бьем. В партере локтями, ногами и коленями в голову не работает. Внимательно слушаем мои команды. Пожали руки по углам. Тысячи зрителей буквально замерли в ожидании первого поединка. В речь поднимается дебютант, боец Республики Ингушетия Ильманзор Горданов и Ибрагим Халилов из Дагестана. После нескольких взаимных обменов ударами бойцы переходят в партер. И так заканчивается первый раунд. Боец из Республики Дагестан проводит успешный прием. С начала второго раунда спортсмен из Дагестана проводит бросок. И снова бой продолжается в партере. Наш земляк делает попытку провести болевой, но безрезультатно. Соперник оказывается более опытней и проводит удушающий. Теперь я думаю, что Рад, что выиграл. Спасибо моим тренерам, что они подготовили меня. Это заслуженный тренер России Зайналбеков Зайналбек. Ассаламу алейкум. Вторая пара бойцов. Красный угол рейджа занимает Адам Тангиев из бойцовского клуба «Нарт». Его соперник Расул Худиев из Дагестана. Еще до начала боя гость заявил, что подходит к поединку во всеоружии. И это оказалось правдой. Расул проводит бросок, и бойцы переходят в партер. Наш земляк делает попытку на удушающий, но действия Адама не увенчались успехом. То самое, о чем мы говорили буквально только что. Как все может измениться. Во втором раунде, несмотря на пару пропущенных ударов, наш земляк собрался атаковать соперника неожиданными ударами в корпус и голову. Но самый опасный момент в поединке – болевой и удушающий в положении лежа. Стоило Адаму расслабиться. Очередная победа бойца из Дагестана. В этом поединке победу одержал боец в синем углу рейджа Расул Худиев, Дагестан. На турнирах битвы в Назране ингушские бойцы привыкли побеждать, но первых 3 боя выдались неудачными. И вот четвертый поединок Ибрагим Сагов против Майринбека Чебоева из Киргизстана. С первых секунд наш земляк делает своего рода разведку. Пару ударов в корпус и голову и делает захват. Бросок, добивание. Чуть больше 2 минут понадобилось Ибрагиму, чтобы закончить бой досрочно. Техническим нокаутом боец клуба «Нарт» одерживает победу. что будет дальше? Просто отлично. Все, бой остановлен. Бой остановлен. В первую очередь хочу выразить благодарность главы Республики Ингушетия Юнусбеку Мамадгиревичу за то, что предоставил возможность спортсменам участвовать на данном мероприятии. Также благодарю руководству клуба «Нарт» во главе с Акраматом Евкуровым. И, конечно, наш тренер Насрудин. Этот бой можно смело назвать одним из лучших поединков вечера. Боец бойцовского клуба «Нарт» выдал яркое зрелище. И опять символический первый удар от ингушского бойца. И отличный просто. Приятно видеть переводы в партер от наших бойцов. Пятая пара бойцов. И снова наш земляк Резван Хашиев против тяжеловеса из Москвы Ивана Аратьева. Не успела публика порадоваться за Ибрагима Сагова, как Резван делает захват, переводит соперника в партер и показывает зрелищный прием. На второй минуте первого раунда боец проводит удушающий. В очень сложном положении сейчас находится спортсмен из Москвы. Очень много сил. Положение очень сложное. Все. Турнир «Битва в Назране» привлек внимание многих. Чтобы посмотреть на зрелищные поединки, во дворец спорта съехались со всех уголков республики и соседних регионов. «Битва в Назране» снова обкатывает спортсменов и завораживает своими зрелищными поединками любителей смешанных единоборств. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24.